Сегодняшний Азербайджан растет стремительно в прямом смысле слова. Бакинские небоскребы свысока смотрят на Девичью башню, нефтяные вышки и Каспийское море. Панорама с них открывается сногсшибательная. Но есть в этой стране высоты не менее впечатляющие. Здесь чувствуешь себя на вершине мира, аж дух захватывает. Вон там лежит Каспийское море, справа пронзающие небо горы, а внизу глубокие ущелья и каскады водопадов. А чуть ближе яблоневые сады, которые кормят не только Азербайджан, но и другие страны. Все это Губинский район. Губинский район расположен на самом севере страны, на границе с Россией. Город Губа основан еще в 15 веке, был центром одноименного ханства. Сейчас это райцентр с населением 150 тысяч человек. Благодаря своей изумительной природе этот край стал излюбленным местом не только для туристов из-за рубежа, но и для бакинцев, которым удается вырваться на выходные из бешеного ритма мегаполиса. Эти места славятся своими водопадами, некоторые из которых достигают высоту 80 метров. Тут, оказавшись наедине с природой, забываешь о времени. Вот они, знаменитые Кавказские горы. Но даже здесь можно попасть в пробку. Мы едем дальше, туда, где горы касаются облаков. Эта дорога была построена совсем недавно. Наш водитель, Ислам, говорит, что она значительно упростила жизнь местных жителей. Раньше добраться сюда можно было только верхом. Этот подарок хыналыкцам, потому что раньше дорога очень тяжелая, трудная была. Расположенное на высоте 2,5 километров селение Хыналык уникально. Изолированные труднодоступными горами, местные жители редко контактировали с соседями, поэтому и сохранили в первозданном виде свой древний, не похожий на соседний язык. На нем сегодня в мире говорят лишь около 2000 человек, то есть только сами хыналыкцы. Но несмотря на малочисленность, на хыналыкском существует своя литература и поэзия. О чем стихи? О красоте родного края и, конечно, о любви. Хыналык так и называют – кошмар для завоевателей. Ведь даже если они доберутся до этого горного острова, все равно не смогут объяснить жителям, что те покорены. За свою самобытность Хыналык включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уклад жизни здесь, если закрыть глаза на спутниковой тарелке, остался таким, как и сотни лет назад. Не знаем, написали и не нашли эти Хыналыки. Многое в истории селения остается загадкой, даже для смотрителя музея. Никто не знает историю, а все одно и то же они говорят. Истории нету. 4 слоя как бы могилы друг это в века уходят вообще. А какое самое старое здесь здание? Мечеть var ya yoksa? До сих пор не удается определить ни возраст некоторых экспонатов, ни даже их предназначение. А по одному из преданий Ной бросил свой якорь именно здесь. Так это или нет, кто его знает. Но на легендарный ковчег жилища хыналыкцев весьма похожи. И люди, и скот в разных отсеках, но под одной крышей. В Хыналыге почти нет улиц, одни крыши, то есть все ходят буквально по потолку. Поэтому здесь никто и не обращает внимания на шумных соседей. Над головой могут топать, даже проскакать или пройти даже целое стадо. Единственное пожелание
не прыгать, потому что неожиданно можно оказаться у кого-нибудь в гостях. Добродушные хозяева вас и так пригласят. Накормить гостя, напоить, развлечь, предоставить ночлег. Кавказское гостеприимство – это даже не традиция, а образ жизни. И в крохотном селе, и в ресторане стол будет ломиться от яств, которые вас обязательно заставят попробовать. Конечно же, шашлыки всех возможных видов, свежие овощи, зелень, лепешки, чебуреки и обязательно чай. В каждом районе свои кулинарные секреты. Кутабы с зеленью называют лезгинскими. Некоторые приправы, например, хорошо растут только в этом районе. Вот кинза, лук, укроп. Конечно, кутабы – это больше зимняя пища. Кстати, зимой в Хыналыге холодно. Ценное тепло сберегают ковры. Здесь их называют бцы. И, конечно, замерзнуть горцам не дает знаменитая лезгинка. Танец, движения которого напоминают полет орла. Чтобы так танцевать, нужны месяцы, если не годы упорных тренировок. Но даже их недостаточно, если не понять душу этого танца. Этот юный танцор из Гусарского района ее понял и даст фору многим взрослым. Кстати, соревнование по лезгинке между соседними районами здесь идет постоянно. Вот как ее танцуют на Каспийском побережье в Набране. В отличие от укромного Хыналыга, здесь к туристам давно привыкли. Горный воздух в сочетании с морскими ваннами. Что может быть лучше для качественного отдыха? В Набрань приезжают на выходные многие бакинцы. Есть и россияне, которых с каждым годом все больше. Местные жители, особенно молодежь, активно вовлекаются в турбизнес. Вкусно кормят, поют и развлекают отдыхающих. Узоры, которые выписывают на морской глади скутеры, также неповторимы, как, например, орнаменты знаменитых азербайджанских ковров. Технология их изготовления остается такой же, как и много веков назад. Недостатка в покупателях не было никогда. Кто знает, чей дом и в каком уголке мира украсит, например, вот этот. И так же плотно, как яркие нити этого ковра, за столетия тесно переплелись народы, населяющие эту часть Азербайджана. У Несима в ансамбле 9 человек. Евреи, лезгины, азербайджанцы и таты. Каждый играет на разных инструментах. Критериев отбора нет. Единственное, что нужно, это страстно любить свое дело. А чем разнообразнее коллектив и культура его участников, тем эффектнее результат. Несим называет свой ансамбль «страной в миниатюре», где нет дефицита во вдохновении. Мой первый заместитель Тат. Вот. Мы дали, это прошел на президентский аппарат. Недавно, неделю назад, я знал, что он национальность Тат. У нас никакой различия нету даже. Об этом даже мы не думаем. Здесь у нас есть еврей рядом, Красная Слобода у нас называется. Но до сих пор, до этого, они мои друзья. Поселок Красная Слобода – это еще одно уникальное место на карте Губинского района. Один израильский дипломат как-то сказал: в мире есть только два места, где в абсолютной безопасности живут евреи. Это Израиль и Красная Слобода в Азербайджане. До прихода советской власти поселок так и назывался – Еврейская Слобода. Ирония
Ирония судьбы. После Второй мировой войны пленные немцы строили вот эту каменную лестницу, которая соединяет Губу и Красную Слободу. Местные старики, кто помнит, рассказывают, с каким удивлением нацисты смотрели на живущих среди Кавказских гор евреев, шестиконечные звезды и синагоги, которые стоят здесь уже столетия. За многие века своего существования, а по некоторым данным ранние поселенцы появились тут еще в первом веке, местным жителям удалось сохранить неповторимый колорит своего быта. А сегодня охраной традиций занимается государство. Красная Слобода была признана центром развития и сохранения материальной и духовной культуры горских евреев. Не только в самом Азербайджане, но и в мире. В советские времена эти синагоги не функционировали. Кроме вот этой синагоги, советские власти конфисковали у общин все синагоги. Они использовали эти синагоги под различные виды. Были синагоги, которые они использовали под склад сельпа. Был синагога, вот этот шестикупольник, они использовали под чулочную фабрику. В 90-е годы наш президент Гайдар Алиев, он вернул все объекты, которые были конфискованы в советское время у общины. И мы начали восстановить вот эти синагоги, которые были уже в полуразрушенном виде. И до сих пор вот ремонт этих синагог продолжается. Вот такой иудейский остров посреди мусульманского мира. И ни разу за всю историю общины горских евреев не было конфликта со своими соседями. Ни на этнической, ни на религиозной почве. Но века совместного проживания, конечно, внесли некоторые коррективы в еврейские традиции. Например, в еде. Хотя она и кошерная, но с горским акцентом. Баранина и обязательно зелень. Со всего мира в Красную Слободу приехали ее уроженцы. Есть даже известные бизнесмены, миллиардеры. Сегодня 9 ава, день, когда евреи вспоминают предков, говорят о том, что сама история им показала, как важно жить в мире. И здесь, на территории другого государства, они не чувствуют себя в гостях, как, в принципе, любой, кому довелось побывать в Азербайджане. Вот наша синагога, здесь происходит ежедневно 3 раза в день молитвы. По ту сторону реки, вот видите, вот джума, мечеть, и вот там тоже происходят молитвы. И вот когда иногда приходит, что молитвы как бы совпадают. Здесь начинается молитва, и вот там с минарета мулла дает озан. Вот это то же самое, что вот сосуществование, то, что мы выработали на протяжении веков. Это может стать примером для кого-то, кто в этом нуждается, кто нуждается именно вот в толерантности. В самой Красной Слободе уже и не думают о том, чтобы вернуть название «еврейское». Уже написана новая глава, где не важно, кто какой национальности. Отдельно стоит рассказать об отношении к русским в этих местах. Язык Пушкина и Лермонтова здесь в почете. «Приветствую тебя, Кавказ седой». Известные строчки Лермонтова для этих мест не пустые слова. Знаменитый поэт был здесь, а в городе с говорящим названием Гусары даже и жил какое-то время. Там собраны предметы, которые он использовал, его перо, это ручки, его письменные предметы из письменного стола. Приезжающий в наш музей, знакомиться это предметы. А памятник великому русскому поэту украшает двор одной из лучших школ Губы, поступить в которую считается большой удачей. Наша школа чисто русская школа. Окончив нашу школу, наши выпускники поступают в высшие учебные заведения нашей республики, набрав высокие баллы. И они поступают в самые престижные университеты Азербайджанской республики. Не только в Азербайджане они поступают, и поступают также за рубежом. После рассказов о дружбе один из местных жителей нас вдруг спросил: а вы ели губинские яблоки, те, что на каждом прилавке? Ну что ж, едем смотреть сады. Между прочим, в Азербайджане, где есть почти все климатические пояса, погода – головная боль фермера. Сплошной контраст. Например, в марте ночью здесь может быть -7, а уже днем +12. Но к таким скачкам фрукты привыкли и растут так, что и район называют яблоневым садом.
На рынке, когда продавец хочет подчеркнуть высокое качество своего товара, он обязательно упомянет, что яблоки выращены в Губинском районе. Урожай свежих фруктов и овощей собирают тут с мая по декабрь. Мамед Керимов – фермер с 20-летним стажем. Хозяйство небольшое, но урожая хватает и для себя, и на продажу. 10-15 тонн обувается. Персики, яблоки, груши, орехи. А государство как-то помогает фермерам? Там какие-то помогает, кредиты отдают. Сколько хочешь отдают. Хочешь сад сажать, хочешь корову. Действует следующая схема. Если нужно поднять хозяйство, государство платит половину, а остальное в рассрочку фермер. Пользуясь этим, кто-то разводит форель, а кто-то выписал себе германских буренок. Иностранные тёлки отлично прижились. Климат хороший, и можно даже на пляже понежиться. Кстати, отдыхать в этих краях можно круглый год. Даже зимой, на которую здесь большие планы. Натужно ревя, грузовики лезут в гору. На высоте нескольких тысяч метров кипит стройка. Это очередной грандиозный проект Азербайджана. Спортивно-туристический комплекс «Шахдаг» будет одним из самых современных в мире. И первые плоды уже есть. Канатные дороги, горнолыжная трасса, гостиница на 300 человек. Спасибо большое. И когда комплекс достроят к 2020 году, здесь не будет тесно и 10 тысячам туристов. Причем отдыхать можно не только зимой. На строительство комплекса уйдет около 50 миллионов евро. Деньги предоставляет как государство, так и частные инвесторы. А к комплексу надо еще подвести дороги и коммуникации. На это идут средства из резервного фонда президента Ильхама Алиева. И хотя стройка еще не завершена, десятки новых отелей уже встречают первых гостей. Последние 5-6 лет происходят на самом деле какие-то очень знаковые вещи. Строятся отели, строятся какие-то пансионаты, приводятся в более надлежащий вид места, где любят бывать бакинцы, где любят бывать гости республики. Это прекрасные шашлычные, это потрясающие какие-то места в лесу, в горах. Все принимает иной облик и поднимается на иную высоту. Счет туристов-иностранцев, особенно после финала песенного конкурса Евровидение-2012, идет на миллионы. Отелей класса люкс уже построено немало, и сейчас местные операторы переносят акцент на средний класс, стремясь предоставить отдых туристам на любой кошелек. Возвращаясь в Баку, мы встретили пастуха Мирзу. В молодости, когда служил в армии, он изъездил всю Россию, но жить всегда хотел только в родном краю. Мирза тут же зовет в гости. Гостей в Азербайджане любят, откуда бы они ни были. Мой дом, он самый крайний месте там расходится. Пусть придет у меня, либо кто пускай придет, у нас гостет. Все время есть чем кормить. Хлеб у нас всегда бывает. Мы никогда голодны не были. На вопрос пастуха «Что снимаем?», мы стали говорить об удивительной природе, переплетении культур, о добрососедстве разных народов. Чем, если честно, абсолютно горца не впечатлили. А чему удивляться? Просто здесь так принято.